Предотвратить и вовремя отреагировать. В Якутии полным ходом идет подготовка к весеннему половодью. 2,5 миллиона рублей на подъемные. В Ленском районе растет число желающих работать в бюджетной сфере. Первый день соревнований. В Якутске стартовал Кубок мира по вольной борьбе среди мужчин. В эфире новости, в студии Ольга Башук. Здравствуйте. В Якутии подготовка к весеннему половодью идет полным ходом. В зоне риска находится 133 населенных пункта в 24 муниципальных образованиях республики. Уже проводятся подготовительные работы по ослаблению прочности льда на реках Лена, Колыма, Алдан, Амга, Нюя и Тока. Планируется зачернение льда на 70 участках рек с объемом 706 гектаров, а также распиловка льда на 7 участках с протяженностью 41 километр. Для эвакуации задействуют 15 воздушных судов гражданской авиации, а мониторинг паводковой ситуации будет вести через комплекс беспилотных летательных аппаратов. Населенные пункты, попадающие в зону возможного затопления, обеспечат бесперебойной связью. Планируется усиление работы по страхованию имущества и подготовке планов эвакуации населения, отгона скота и лошадей. В Якутии завершились отчеты правительства перед населением. Заключительный отчет представили жителям города Якутска. Премьер-министр Якутии Владимир Солодов в своем выступлении напомнил ключевую задачу, которая стоит перед республикой – снижение уровня бедности. Несмотря на экономический рост региона, уровень бедности находится на недопустимо высоком уровне. Важнейшие задачи текущего года – это решение вопроса строительства мостового перехода через реку Лену, ввод пускового комплекса Беркакит-Тамот-Нижний Бестях. Во время отчета горожане задали интересующие их вопросы. Так жителей столицы волнуют частые пожары. Члены рабочей группы отметили, правительство разрабатывает комплекс мер по снижению количества пожаров и числа погибающих в них. Также горожане интересовались мерами поддержки детей войны и вопросами капитального ремонта. Вопрос был задан по отношению дома Ленина 36. В 2010 году решением Якутского городского суда было наложено обязательство на администрацию провести капитальный ремонт в отношении данного дома. А на данный момент уже 2019 год, никакого ремонта проведено не было. Вопрос был поставлен на заметку. Будем ждать ответа. В столицу Южной Якутии отказались ехать 2 специалиста узкого профиля. Причиной тому явилось недоверительное отношение горожан к медицинским работникам Нерюнгринской ЦРБ. Доходит до того, что в социальных сетях публикуется недостоверная информация, вызывающая всплеск недовольства. Ситуацией разбиралась Александра Цыбикова. Поводом одного медицинского скандала стал инцидент, произошедший 24 февраля. Как известно, в районную больницу поступила женщина в крайне тяжелом состоянии. В больнице уже имелся нейрохирург, и врачебным консилиумом было решено провести экстренную операцию. Женщина была прооперирована, но послеоперационный период протекал с осложнениями, так как уже имелись патологии и сопутствующие заболевания. Состояние пациентки не удалось стабилизировать, и женщина погибла. Проведя внутренний контроль качества, мы определили, что никакой причинно-следственной связи между тем, что проводилось операции, наступила у нее смерть, не установили. Стоит прояснить следующее. Нейрохирург, специалист узкого профиля, прибыл в Южную Якутию в середине февраля, за неделю до той операции. Со слов администрации больницы, врачом были предоставлены все необходимые документы, среди которых диплом о высшем профессиональном образовании и действующий сертификат нейрохирурга. Мы сейчас в настоящий момент создали приказ о проведении служебной проверки, провели внутренний контроль этого случая. Оперативное вмешательство было проведено в соответствующих условиях по требованиям безопасности. У нас в больнице имеется лицензия по нейрохирургии. У нас есть санэпидзаключение в операционной, что можно проводить такие операции. Соответственно, требования безопасности все были соблюдены. В ответ на вопрос о публикации в одном из социальных мессенджеров по поводу расформирования некоторых структурных подразделений Нерюнгринской ЦРБ главврач дал исчерпывающий ответ. Сейчас я официально заявляю, что расформирование, сокращение или оптимизации структурных подразделений Нерюнгринской центральной районной больницы не планировалось, не планируется и в будущем не будет планироваться. Более того, я скажу, что наоборот, мы планируем сейчас
расширения некоторых отделений в плане расширения медицинских услуг. В планах Нерюнгринской ЦРБ проведение рентген-эндоваскулярной, малоинвазивной и стоматологической хирургии. Также планируется оборудовать кабинеты реабилитации для больных нарушений мозгового кровообращения, травм и эндопротезирования. На базе взрослой поликлиники намечается создание центров клинико-диагностической и амбулаторной онкологической помощи. На сегодняшний день инженерами уже проводится осмотр зданий и составляется проектная документация, а также технические задания к проекту. Александра Цыбикова, Вадим Барашков, Нерюнгри. А в Ленском районе, наоборот, увеличилось количество желающих воспользоваться подъемными. Заявок на финансовую поддержку приезжих специалистов уже 27. На этот год для этих целей в Ленском районе в бюджет заложено 2,5 миллиона рублей. Комиссия по распределению выплат выяснила, что заявок больше, чем может удовлетворить программа. Было решено обратиться к главе района с просьбой увеличить бюджет по этой программе, и он пошел навстречу. Такая же сумма, около 2,5 миллионов, будет добавлена в статью расходов. Увеличение вновь прибывших работников бюджетной сферы стало хоть и затратной, но приятной неожиданностью для ленчан. Наши учебные заведения, да, детские школы искусств и так далее, то есть они рассылают же заявки на то, что вот им необходимы такие-то специалисты, и откликов было очень много. Но принимая во внимание, что у нас очень много программ, которые ориентированы именно на поддержку тех, кто к нам приезжает и готов у нас работать в муниципальной бюджетной сфере, да, ну, я думаю, что это закономерное явление, да, плюс к этим 150 тысячам, да, служебное жилье. Да, там возможность приобрести как муниципальный служащий, там, как муниципальный работник муниципальной бюджетной сферы, еще жилье в собственность, там, капитально отремонтировать его и так далее. То есть вот, мер поддержки это достаточно большое количество. Сегодня начинается первый день соревнований за Кубок мира по вольной борьбе среди мужчин. Якутия, как принимающая сторона, выполнила все требования регламента Международной федерации объединенного мира борьбы. Сформирован призовой фонд в $100 тысяч при поддержке компании «Алроса». Сборная победитель получит $50 тысяч. Серебряные и бронзовые призеры получат по 30 и 20 тысяч соответственно. Соперниками сборной России по групповому турниру станут команды Кубы, Японии и Турции. В другой подгруппе поборются сборные США, Ирана, Грузии и Турции. Победители групповых турниров встретятся на второй день в финале. Накануне турнира в Республиканском медиацентре прошла пресс-конференция, посвященная Кубку мира по вольной борьбе, где в том числе представили медали победителей. Тему продолжит Саргылана Захарова. Сильнейшие борцы мира сойдутся на якутском ковре в эти выходные. Все 8 команд-стран-участниц прибыли в столицу республики и готовы к соревнованиям. Важность мирового форума для Якутии на пресс-конференции отметил главный тренер сборной России Дзамбалат Тыдеев. В истории Советского Союза и Российской Федерации в Якутии такое большое мероприятие никогда не проводили. И то, что я смотрю, как все организовано, и как все по мелочам все расписано, и как с каждую делегацию встречают, каждую команду встречают, каждому внимание уделяют. Я думаю, что такую организацию я давно не видел. Сборная России самая многочисленная – 20 спортсменов. Накануне старта выбыл капитан команды Абдулрашид Садулаев из-за травмы. Однако это никак не отразится на результате, уверен Тыдеев. В списке еще много других имен, сказал он. Уверенность хозяев турнира в победе подтвердила шутка главного тренера, когда началась презентация медалей. Участники встречи взяли в руки награды. У России оказалось золото. Очень правильный расклад, по-моему. Так, и значит... Трофеи для победителей Кубка мира подготовлены очень необычные. Это непривычные для нас медали в виде круга, исполнены в виде национального якутского узора, на котором установлен ковер. А на ковре борются 2 медведя. Почему медведи, на пресс-конференции объяснили, так как медведь – это символ России, а также это символ доброты и силы, которые соединены в борцах. Дизайн медали разработала якутянка Диана Баишева. Здесь написано 16 марта, и с какой ни стороны не посмотреть по дате, она все прописана четко. Выбраны борющиеся медведи. Я думаю, они как раз символизируют силу и доброту борца и символизируют Россию и Якутию.
Также на встрече с журналистами присутствовал президент Судейского комитета Объединенного мира борьбы Сильвестри Антонио. Он отметил отличную подготовку спортсменов. Мы видим очень хорошие команды, все они настоящие профессионалы, которые тренируются по нескольку раз в день. Мы видим, что с каждым годом они становятся все сильнее и сильнее, например, сборная России. Их готовность на высоком уровне, отлично натренированы. Только представьте себе, больше 100 спортсменов изъявили желание прилететь на этот кубок. На пресс-конференции немного приоткрыли завесу тайны церемонии открытия. Как рассказал министр по физкультуре и спорту Якутии Иннокентий Григорьев, зрители ожидают красивое шоу в национальном этническом стиле. Трансляцию открытия и соревновательных дней смотрите на наших каналах Якутия-24, НВК Саха и Мамонт. Саргалана Захарова, Георгий Григорьев, Якутск. Организаторы турнира напоминают зрителям об основных правилах поведения на массовых спортивных мероприятиях. О том, как будет организована работа со зрителями во время Кубка мира, смотрите в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. Для проведения Кубка мира по вольной борьбе в Центре спортивной подготовки соблюдены все меры безопасности. Начиная с парковки, для соревнований выделили 6 парковочных зон. Непосредственно у Центра спортивной подготовки «Триумф» будут размещены парковочные зоны для автотранспорта сборных команд участников, тренеров и судейской команды, организаторов, волонтеров и почетных гостей. А для зрителей Кубка мира по вольной борьбе организованы дополнительные парковочные зоны рядом с местом проведения. В здании «Триумф» организовано 2 точки входа, которые оборудованы металлоискателями и интроскопами. Каждый болельщик должен пройти обязательный досмотр. В случае возникновения больших очередей предусмотрен резервный вход. У кого есть сумка, через интроскоп уже проверяют здесь работающий ЧОП. Также билеты здесь, контрольку здесь отрывают и будут стоять здесь контролеры. Проход на зрительские места через 2-й этаж. Помогать зрителям и координировать рассадку будут ребята-волонтеры. Зашли уже непосредственно в зрительный зал, сели, также уже выходит тоже так же обратно. Выход только обратно. Вниз через 1-й этаж уже прохода нет, это уже непосредственно соревновательная зона. Туда уже не допускаются зрители. Зрители только на местах и на сиденьях. Учитывая требования безопасности в местах массового скопления людей и регламент международных соревнований, организаторы напоминают зрителям об основных правилах, которые будут предъявляться каждому болельщику. Зрителям на соревнованиях запрещается проходить в зоны, не обозначенные во входном билете, находиться во время соревнования на лестницах, создавая помехи, проводить публичные, не предусмотренные программой акции, прохладительные напитки в стеклянной, жестяной или пластиковой таре объемом более пол-литра. Стоит отметить, что разрешается только пластиковая упаковка. Вместе с тем, организаторы Кубка мира приготовили подарки для зрителей. Каждому болельщику подарят атрибутику. Вот такие хлопушки с символикой турнира. Помимо этого, специальные браслеты, которые будут гореть разными цветами. Надев их, каждый болельщик станет не просто наблюдателем, но и участником открытия. Юрий Осипов, Семен Семенов, Якутск. Это были все новости к этому часу. Мы следим за развитием событий.